Привет. Ну хорошо, вы меня застали здесь в номере моей гостиницы. Сейчас пятница вечера. Последний у меня вечер здесь в Гонконге. Работа уже закончена сегодня днем. И сейчас я только что вернулся из Каолуна обратно на Гонконгский остров. И сейчас приходится уложить вещи сейчас. Ну, я хотел еще сказать несколько слов именно об этой гостинице и об этом номере, потому что когда я переехал сюда в понедельнике, как я говорю, сейчас пятница, значит, я пять ночи здесь переночевал, я не был в восторге от этой гостиницы и от этой комнаты, ну, честно говоря. Но сейчас я немножко как-то передумал, и здесь есть очень на самом деле хорошие моменты. Значит, сейчас вам покажу. Но, в-первых, как я именно в понедельник сказал, постель хорошая, нормальная. Я здесь хорошо спал. Я уже 2 недели сейчас здесь на Востоке. И последствия перемен времени уже исчезли сейчас. Это хорошо. Но что касается этого как рабочее помещение, здесь, да, есть рабочий стол, немножко узенький, вы видите, но здесь очень хорошая лампа. И знаете, в других гостиницах в Сингапуре и на аэропорту первая ночь здесь в Гонконге, да, освещения не хватило. Знаете, когда ты уже не самый молодой, и уже зрение не такое, как оно и было, хорошая лампа очень-очень важна. Я даже позвонил в ресепцию в Сингапуре и попросить еще одну лампу, потому что трудно было там работать, никакой лампы там не было дополнительной. А здесь все в порядке. Что еще? Ну, телефон есть, я не позвонил по этому телефону, но утром мне, это был мой как будто бы будильник, они мне звонили. Правда, они в гостинице в Сингапуре так и сделали тоже. Ну, что еще? Но здесь вот, да, я не был очень рад увидеть, что нет у меня отдельной ванны здесь. И это действительно немножко странно. На самом деле все более-менее нормально получилось. Здесь душ хорошо работает, там есть место для стирки тоже. Да, очень много маленьких подробностей, очень хорошо выдуманы здесь в номере. Скажем вот так, здесь есть зеркало для бритья, который висит именно на том месте, где не слишком далеко, очень удобно. В гостинице в аэропорту было тоже и маленькое зеркало, но оно не стоило в том нужном месте. Вот здесь тоже зеркало очень хорошо освещено. Вот это тоже очень хорошо. Еще один момент, который мне очень нравится. Здесь вы видите вот здесь сейчас покажу вам. Вот эти включители здесь. Вот, видите? Вы можете указать здесь, в коридоре, если вы хотите, чтобы они убрали у вас в номере или нет. Вот, пожалуйста, убирайте вещи. Вот, да, как-то вести порядок у меня в номере, пожалуйста. Или нет, пожалуйста, я сплю. И вот сегодня днем я очень устал. Я лег несколько, хотя бы минут 40, не спал, никогда не сплю. Но все-таки я включил лампочку, чтобы они знали, мне как говорят, разбудить, как говорят, чтобы они не столкнули у меня, у двери, да, у меня. Потому что я ждал, чтобы принесли одежды, которые убрали на... как это будет? Я забываю язык.
чтобы на стирке убрали вот мои вещи, да. Я знал, что кто-то придет, и я хотел спать. Вот включил вот эту лампочку. Очень хорошо. Ну и продолжим тему освещения номера. Здесь большая лампа. Но, скажем, ночью просыпаешь, есть и маленькая лампа здесь тоже. Ну, если захочешь зайти в туалет, но не разбуждая, может быть, вашего спутника, если вы не один в номере. Но там под умывальником есть и скрытая ночная лампа. Видите? А что еще хорошо? Но здесь под умывальником есть дополнительные полотенца, халаты. А еще здесь ящик с чашками, немножко кофе, чая. А что это? Ну, ложки и, для льда, наверное, да, вот там. А мини-бар, он пустой. Ну, это для меня очень хорошо, потому что место есть для всех моих напиток. Вот, увидите. Нет, но раньше я здесь положил минеральные воды, фрукты. Ну, обычно мини-бары, они заполнены сплошными, ненужными мне бутылок напиток. А вот мне устраивает очень хорошо. Значит, очень много здесь маленьких подробностей. И на самом деле я здесь комфортно и нормально жил. Очень хорошо. Завтрак тоже был неплохо. И хотя гостиница не самая новая и не самая роскошная, но все-таки я здесь нормально 5 дней прожил. И я думал, вернулся здесь, в эту гостиницу. Тоже мне нравится район здесь. Здесь мало туристов, но это отчасти из того, что, конечно, по известным причинам здесь в Гонконге сейчас демонстрации, и туристы, может быть, решили не приехать, и очень много командировок было, может быть, уже отменены. Но все-таки я думал, что это не даже когда, при нормальных обстановках, я думал, что здесь может быть меньше туристов, чем в Causeway Bay, где я раньше всегда жил, или, конечно, в самом центре Гонконга. Вот здесь. Но эти мои впечатления, значит, я бы сказал, как всегда в жизни, не надо слишком разно как-то делать итоги, потому что, попробовать стоит всегда. И потом, может быть, наши первые выводы не наши, но самые серьезные выводы вообще. Вот это мой опыт здесь в этой же гостинице. Значит, да, сегодня ночью, последний раз здесь я буду спать, потом уже мне приходится ездить в аэропорту, поехать в аэропорту, и у меня самолет в 11 часов завтра утром. Я улечу в Куоку, в Японию. Первый раз в жизни, очень с нетерпением жду. Надеюсь, что вы будете рядом со мной на следующем этапе моей поездки. Спасибо, что были со мной здесь в Гонконге. И до встречи в следующем блоге. Пока!